Добрый день, в эфире новости на телеканале Якутия-24. В прямом эфире в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Цифры дня. Сколько заболевших коронавирусом зафиксировали в Якутске за последние сутки, докладывает оперативный штаб. Транспорт не должен простаивать. Эффективные методы работы ищут на предприятии «Алмаз-Дортранс» в Ленске. Совместное производство новой картины. Кинокомпания «Сахафильм» подписала соглашение с киностудией «Автор». Президент России Владимир Путин поручил членам правительства дожать каждый из проблемных вопросов в сфере борьбы с COVID-19, в том числе нехватку машин скорой помощи. Об этом российский лидер сообщил на совещании с членами правительства. Кроме того, глава государства заявил, что нельзя допускать, чтобы кто-то наживался за счет денег, выделенных на борьбу с пандемией. А 48-часовое ожидание результатов теста на COVID-19, по словам президента, слишком долгий срок, который необходимо сократить. Тем временем за минувшие сутки на территории республики зарегистрировали 219 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Елена Борисова в ходе брифинга по ситуации с коронавирусной инфекцией в республике. В Якутске из общего числа выявили 122 случая, в Мирнинском районе 7, в Алданском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Ниренгринском, Алекминском районах по 6 случаев. Во многих других улусах от 1 до 5 случаев заражения. За сутки лаборатории провели 5591 исследование на коронавирус. Буквально в понедельник поступила последняя партия вакцины от гриппа в республику. И мы сегодня начинаем прививочную кампанию, которая была поставлена у нас по требованию Роспотребнадзора. 60% населения мы должны привить. Наверное, надо напомнить, что приближаются уже новогодние праздники, люди начинают готовиться к новогодним различным корпоративам, и нам бы хотелось призвать наше население все-таки соблюдать правила ограничения, избегать массовых мероприятий, возможно, отменить какие-то корпоративные мероприятия для того, чтобы соблюсти все меры безопасности противоэпидемические. И мы призываем также беречь свое здоровье и своих близких, соблюдать масочный режим в общественных местах, пользоваться дезинфицирующими средствами как собственных рук, так и поверхностей различных и общественных пространств. В диагностике коронавирусной инфекции алданские медики теперь используют экспресс-тесты. Результат известен уже через несколько минут. Помощь в приобретении тестов в больнице оказали предприниматели. Экспресс-методика используется там в экстренных случаях. Тему продолжит наш корреспондент в Алдане Татьяна Вахнина. Взятая из слизистой носа проба наносится на тест-полоску. Реакция идет считанные минуты. И вскоре появляется результат на наличие или отсутствие антигенов к новой коронавирусной инфекции. Когда вылазит только полоска С контрольная, то это получается, что отрицательный результат. Человек не имеет антигенов к COVID-19. Если вылазит только Т, значит это неправильный забор. Если 2 полоски, то тест положительный. В выявлении новой коронавирусной инфекции алданские медики теперь используют иммунохроматографический метод. Экспресс-тесты на COVID-19 проводятся наряду с иммуноферментными анализами крови и ПЦР-диагностикой. В Алданском районе используются 3 метода исследования: методом ПЦР, ИФА и иммунохроматографическим методом. 2 последние исследования являются экспресс-методами, то есть эти исследования дают возможность в кратчайшие сроки дать заключение о наличии у пациентов антител, антигенов на новую коронавирусную инфекцию. Ответ на вопрос о наличии или отсутствии коронавируса посредством экспресс-теста ясен через 3 минуты. Впрочем, окончательный результат фиксируется спустя полчаса. Иммунохроматографическая методика является высокоточной. Даже если инфицирование произошло недавно, тест все равно будет слабоположительным. Экспресс-анализ проводится не всем пациентам. Данный метод применяется по ряду обстоятельств. Используется она ориентирована, по крайней мере, у нас на что? На экстренных пациентов, которые у нас поступают. Для пациентов, которые экстренно эвакуируются, у нас специализированные учреждения, скажем, Якутск. И для экспресс-диагностики у температурящих пациентов
у которых нашли по КТ, например, пневмонию, делаем экспресс-тест. Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Алданском районе по-прежнему напряженная. Согласно официальной статистике, ежедневно выявляется от 5 до 10 случаев COVID-19. В настоящее время стационарное лечение получают порядка 100 человек. На сегодняшний день в Алданской центральной районной больнице в инфекционном отделении получают лечение 98 пациентов с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Один пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Всю необходимую терапию получают, проводятся телемедицинские консультации с республиканскими учреждениями. В Алданскую ЦРБ поступило 900 экспресс-тестов. Стоит отметить, что данный вид диагностики весьма недешев, и помощь в приобретении тестов медикам оказало Алданское объединение по содействию развитию предпринимательства. Татьяна Вахнина, Алдан. К другим темам. Якутская ТЭЦ бьет тревогу. За 2 года на квартальных тепловых сетях предприятия произошло 85 случаев умышленного поджога. Горят трубы, преимущественно под многоквартирными домами. Поджоги, как утверждают в ТЭЦ, происходят в разных частях города. Материальный ущерб от срочных ремонтов составил уже более 800 тысяч рублей. Из-за таких поджогов полностью выгорают тепловые изоляции, плавятся и повреждаются пластиковые трубы. Это приводит к течи. Потребители вынуждены остаются без горячего и холодного водоснабжения, в то время как оперативно-ремонтная бригада устраняет эти течи. Сейчас поджигателей ищут правоохранители. Энергетики призывают горожан сообщать в управляющую компанию или в полицию о подозрениях или о наблюдении фактов проникновения и нахождения под домами подозрительных граждан. По всем этим фактам у нас собраны были материалы совместно с пожарной частью и возбуждено уголовное дело на сегодня по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть это повреждение либо уничтожение чужого имущества путем поджога. Наказание за данной статью предусмотрено 5 лет лишения свободы. В рамках возбужденного дела проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление виновных лиц, если таковые будут обнаружены, а также для установления вообще всего обстоятельства произошедшего. Эффективные методы работы ищут на предприятии «Алмаздортранс» в Ленске. Транспорт не должен простаивать. Какие методы приносят наибольший эффект и хорошую заработную плату, расскажет наша коллега Олеся Васева. Ну и я еще по характеру человек такой, что я ни с кем не уживусь. Мне очень сложно подобрать, допустим, напарника или еще кого-то. Откровениями о себе Александр Потапов делится не для знакомства. Личные качества человека, характер играют роль в водительском деле. С зимника Александр может не выезжать по 4 месяца. Привык колесить по трассам один. В такой работе очевидный плюс. Заработной платой не нужно делиться с напарником. Мы же все кормим семьи, детей учим, кормим, поэтому каждый старается заработать. Ну, не знаю, для меня, допустим, не актуально вообще ни спарка, ни эстафета, ни это. Я вот сам по себе индивидуалист. Экипажи, спарка, эстафета – методы работы в транзитных перевозках. В Алмаздортрансе применяются все. Работа в экипажах подразумевает постоянное нахождение в кабине 2 напарников. Спарщики пользуются машиной по очереди. Один в рейсе, второй отдыхает. Водители, работающие по эстафетному методу, передают одну машину на определенных точках маршрута. Наиболее эффективно, в принципе, себя показывает спарка. Но при работе с паркой мы понимаем, что водитель в рейсе, находясь в рейсе, все равно ему нужен отдых. И, соответственно, машина будет простаивать. По части эффективности именно работы транспорта, конечно, это эстафета. При эстафете у водителя есть возможность отдохнуть в каком-то пункте, при этом, передав машину, машина не стоит. Но выбрать один в итоге нельзя. Метод перевозки зависит от длительности рейса и задач водителя. Нефтеналивной груз принято возить в спарке, как и клинкер. На зимниках вообще ни один из методов не подходит. Ездят водители поодиночке. Плечи длинные, условия тяжелые, возможности меняться нет. А вот и провожают их жены надолго. В этом году в Алмаздортрансе полностью отказались от экипажного метода, посчитали небезопасным в период пандемии. Работу на зимниках в новом сезоне водители начнут по одному в кабинах. Если погода позволит, уже с декабря отправятся штурмовать Накын.
Вопрос, как будет организована работа на Накынском зимнике в условиях пандемии, пока открыт. В транспортном управлении «Алроса» обсудят возможные меры профилактики и необходимость тестирования водителей перед рейсом. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Сегодня на территории Якутии отмечается День русского языка. Дата была учреждена по указу первого президента Республики Михаила Николаева в 2001 году и празднуется в день очередной годовщины со дня рождения Михаила Ломоносова, составившего грамматику в наибольшей степени и повлиявшую на формирование современного русского языка. В этом году великому русскому ученому исполняется 309 лет со дня рождения. В настоящее время русский язык, как государственный, является основным межнациональным языком общения народов, проживающих на территории нашей страны. Сегодня во многих школах региона проходят классные часы, тематические уроки, посвященные этой знаменательной дате. Сегодня мы отмечаем День русского языка, так как сегодня родился Михаил Васильевич Ломоносов. Он внес огромный вклад в развитие русского языка. Мы хотим поздравить всех учеников и учителей с праздником, пожелать, чтобы находились нужные и важные слова, чтобы с помощью них выражать все эмоции, чувства, надежду и желания. Поздравляем учеников и учителей 5-й школы с праздником великого русского языка. Язык наш прекрасный, богатый и звучный, то мощный и страстный, то нежно-певучий. В нем есть и усмешка, и мягкость, и ласка. Написанные и рассказы, и сказки, страницы волшебных, волнующих книг. Люби и храни наш великий язык. В завершение о спорте. Чемпионат России по кикбоксингу планируют провести в Якутске в апреле будущего года. Чемпионат по кикбоксингу пройдет в разделе К1 по принятым международным стандартам. Среди почетных гостей турнира ожидаются действующие чемпионы мира и Европы. Также в данное время решается вопрос по организации тренировочных сборов якутских спортсменов за пределами республики. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на Якутии 24, будьте в курсе, берегите здоровье.